В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. Якутия получит почти 200 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. В Амгинском улусе охотники активно занимаются проведением биотехнических мероприятий. Расскажем, как прошел третий день Олимпийских игр в Токио. Ситуация с пожарами в республике по-прежнему остается напряженной. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. На сегодняшний день на территории республики действует 135 природных пожаров на площади более 1 миллиона гектаров. За прошедшие сутки локализовано 13 пожаров, ликвидировано 34. Всего на тушении задействовано 1806 человек из 238 единиц техники. На особом контроле находятся пожары на территории Горного и Верхневилюйского районов. С сегодняшнего дня также начинается работа ФБУ авиалесоохраны на тушение пожаров с применением взрывчатых веществ. И сегодня они будут работать по природному пожару. Это номер 4А между Горным и Намским районом со стороны Намского района. Тем временем более 600 человек противостоят огненной стихии в Горном районе. Среди них как профессионалы, так и обычные жители-добровольцы. В их числе оказались и наши коллеги из Улус-Медиа. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. В штабе волонтеров движение не останавливается ни на минуту. В конце недели особый наплыв добровольцев. Неравнодушные якутяне в свои выходные едут помогать профессионалам в борьбе с лесными пожарами. Бывают вот такие вот торфяные поля небольшие, да? Если вы там провалились ногой в кроссовке, незащищенной стопой, да? Вы можете получить серьезный ожог. Экипировка желательно своя, но при возможности выдают лопаты и ранцы для тушения. Сборы и наша команда Саха-Печати отправляются в путь. В селе Магарас, где действует сразу несколько пожаров, получаем установки и проходим еще один инструктаж. Главное – безопасность и слаженность действий. Нас отправляют на 138-й километр, где от просеки пустили встречный огонь. Наша задача – следить за тем, чтобы он не вышел из-под контроля. Под утро огонь стих, природа словно дает отдышаться огнеборцам. В местности недалеко от пилорамы работает бойцы лесоохраны. Накануне ситуация здесь была непростой. Пускали встречный огонь. Мы провели большую работу. Смогли потушить пожар по правой стороне Магарас. Сегодня немного отдохнули благодаря дождю. Но поступила информация, что огонь разгорелся у другого поселка. Сейчас соберемся и в количестве 15 человек поедем туда. В бригаде сотрудники лесоохраны разных районов – Амгинского, Алданского, Чурапчинского. Прибыли в Горное еще 14 июля. С тех пор практически без отдыха на страже поселка. Мы здесь уже больше 10 дней. По-разному бывает. Иногда месяцами не видим свои семьи. От одного пожара к другому. Родные уже привыкли. Остается им только набраться терпения. А недалеко несет пост бригады медицины катастроф. Они оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи. Кислорода, укладка, реанимационная укладка, и травматологическая укладка, лекарственные средства. Соответственно, здесь и живем, и питаемся. К счастью, пока обходится без серьезных увечий, говорят медики. Но не только огонь может угрожать людям. На трассе каждый день патрулируют дорожники. Сгоревшее дерево могло упасть прямо на проезжую часть. Меньшее – перегородить дорогу. Хуже, если под ним окажутся проезжающие мимо люди. В паре километров от трассы разбили лагерь сотрудники Государственной пожарной службы. В Горное они прибыли тоже в качестве добровольцев, помогать коллегам. В обычные дни их задача – тушить пожары в жилых домах. Приехали добровольцами. Противопожарной службы у нас 16 человек. Проводим после опашки установки меризационной полосы, окаругливание участки 8 километров.
Как и остальные добровольцы, через сутки-двое мы возвращаемся в Якутск к своей обычной жизни. Но работа закончилась только для нас. На передовой остаются сотни сотрудников МЧС, спасателей, авиалесоохраны, Якутлесресурса, дорожников, энергетиков. Пока стихия бушует, покой им только снится. И то, если получится уснуть следующей ночью. К нашему отъезду бригаду лесоохраны перебросили на Кюрелях. Саргалана Захарова, Горный Улус. Якутия получит почти 200 миллионов рублей на поддержку семей, воспитывающих 3 и более детей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребенку не исполнится 3 года. Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. В среднем по России он составляет 11 300 рублей. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. А в эти дни в Якутске проходит совещание с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам организации предстоящих выборов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Так, голосование пройдет уже традиционно за 3 дня с 17 по 19 сентября. Участки будут оснащены всеми необходимыми средствами для защиты населения и сотрудников избирательных комиссий от коронавирусной инфекции. Кроме того, в этом году также будут широко использоваться и технологии. Например, интерактивный рабочий блокнот, с помощью которого сотрудники ТИКов будут знать, какие образцы решений они должны предпринимать в ходе организации выборов. Нам необходимо обсудить и логистику доставки вот этих средств индивидуальной защиты. Также, конечно, мы будем обсуждать традиционные для наших избирательных комиссий вопросы логистики, то есть доставки избирательной документации до наших самых отдаленных мест. Также будут обсуждены вопросы досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. Теперь кипит обстановки. 117 человек заразились коронавирусом за сутки. Из них 64 в Якутске. В Мирнинском и Нерюнгринском районе по 8 случаев, в Алданском – 6. В Вилюйском, Намском, Татинском районе по 4 случая. Еще в 11 районах от 1 до 3 заболевших. Сложной остается эпидемиологическая ситуация в Нюрбинском районе. В настоящее время всего в районе продолжают лечение 93 пациента. Из них на амбулаторном лечении 53, на стационарном находится 25, из них 2 детей. В городе Мирном проходят лечение 11 пациентов, в городе Якутске – 4. План вакцинации взрослого населения составляет 9075 человек. С начала года поступило около 6000 доз вакцин. По состоянию на сегодняшний день привито 85% населения. По населенным пунктам наиболее активно идет вакцинальная кампания в селе Жархан, Киров и Гальжа. В Жарханском населении получили 67% от всего взрослого населения, Киров 60% населения и Гальжа 98% от взрослого населения. В летнее время увеличивается количество ДТП, поэтому инспекторы ГИБДД Усть-Алданского района усиливают массовые профилактические рейды. Так, за последние 2 месяца сотрудниками ГИБДД пресечено более 500 фактов нарушения дорожных правил. Из них выявлено 18 водителей в нетрезвом состоянии, а 54 гражданина ездили без права вождения. Также увеличились случаи незаконопослушных мотоциклистов, в том числе несовершеннолетних. В целом, с начала этого года на территории района совершены 16 ДТП. Из них 1 случай с летальным исходом. Как отмечают инспекторы ГИБДД Усть-Алданского района, водители забывают надевать ремни безопасности или водят неисправную технику. В летнее время, как показывает практика, в основном без прав водят несовершеннолетние. Вот в этом случае мы принимаем административные меры в их адрес и в адрес родителей. В адрес родителей составляется протокол о административном правонарушении по статье 19.7 части 3. Это передача руля лицу, не имеющему права на управление транспортными средствами. А если несовершеннолетний достиг 16-летия, да, то в адрес несовершеннолетнего тоже пишется административный протокол по статье 19.7 части 1. Лицо, не имеющим
права на управление транспортными средствами. В Амгинском Улусе охотники активно занимаются проведением биотехнических мероприятий. В феврале 2020 года в Республиканский закон охоты внесены изменения, которые позволяют физическим лицам, осуществляющим охоту в общедоступных угодьях, вносить свой вклад в биотехнию, определять численность охотничьих животных и тем самым получать внеочередные разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Сейчас в Амгинском Улусе имеется 16 претендентов, которые с февраля по март занимались проведением биотехнических работ. Министерством экологии установлен перечень работ, и согласно этому перечню они получают на руки план задания и выполняют необходимый объем работ. Создано 5 кормовых полей для сибирской косули и для изюбри, для тех видов, которые по своей биологии нуждаются в биотехнических мероприятиях. Засеян овес, и вот эти физические лица согласно план задания будут до февраля месяца наблюдать, мониторить свой участок, как развивается растительность, посещаемость животных будет определяться. Значит, и согласно вот этим проведенным работам, они уже в 2022 году являются претендентами на получение внеочередного разрешения на добычу охотничьих ресурсов. К этому часу это все новости. Хорошего дня.